Девочки, это снова я. Девочки, всем добрый вечер. Да. Опять кочегоним. Снимаем со всех ракурсов. Яркое видео же. Салат, что опять отмечаете. Мы хотели купить там вкусные салатики. И в принципе сегодня можно уже посетить дом. Наш отчий дом. Два, что есть. Ну, много сегодня мы с тобой переделали делов. У нас сегодня мы отправляли посылки с Анжелой, с Грозного. Поэтому нам пришлось... Вчера мы за айфоном приезжали. Что мы вчера еще делали? Закупали товар. А сегодня мы с посылками. Приехали в Грозный. А сейчас мы хотим купить такие вкусные салатики. И салат, что ты чай, что? Вот. И тогда будет все отлично, да, Анжел? Анжелика, кстати, начнет скоро показывать вам. Может, у нее тоже в этот день уже видео выйдет. Духи там, косметика, сумочки, такое все у нее будет. Конечно же. Вот. Сейчас мы идем на Беркут. Да, Анжел? Скупиться. Анжела, ишь ты горела еще как раз? А? Прямо. Цитрусовые уже. Хамтиш продают, Анжела. Видишь? Хамтиш. Я не буду рвала. И что, он ездит? Видишь, да, прямо? Anjel, kliyonka öçü, hem etige. Kliyonka öçü o hem etigesi. Мы с Анжелой хотели купить салатики. Ищи Бехмобила, сосава или номер. Передиквел. Бехмобила. Ага, шан. Так, спаешь, да? Мама, кстати, зубчатый. Спажа, грибы. Вот этот мы хотели салатик. Можно было вот это. Ну, из оли, штаурировай. Пока мы думаем. Хорошо, думайте. А что, Анжела, есть? Салат, Хари? мальчики, девочки, воды варят. Ага, худевший салат. Я здесь вот эти два. Какой? Вот это ты? 150, брокколи 200 рублей кружка, килограмм 700. Грибы 150 рублей кружка. О, Вот эти по 70, вот это по 70. балбош. Вы не слушаете. Имя балбош. Слушай, фотосессия, телефон не было, что мы делали? Вот не было телефона, как бы мы жили дальше. Наши дети вообще нормальные вещи. А если ты острый язык, мелиза, перец, петухой. Щекрушки 140 рублей идут, на 10 рублей ты ел мегердуй, 150. Дорогая киса, сегодня получили посылку. Это такая красота, красотушечная, необыкновенной красоты все. Просто не можем насмотреться. Девочки, изумительно все, изумительно. Я уже подумываю о втором заказе. 3 дня я выбирала, потому что очень огромный выбор на базе. Вот 3 дня выбирала. Это подарок доченьке моей. Приданое будет. Это вот красивые такие металлические подносы киса. Посоветовала, я с ней полностью согласна, что надо брать 3 штуки. Как раз маленький, средний и побольше.
Это вот замечательный набор досок. Опять-таки, дочка моя любит с тестом возиться. Любит выпекать то блинчики, то тортики, то какие-то плюшки, ватрушки. Это вот ей будет как раз самое-самое то, вот эти досточки. Так, ну это вот полотенчики такие шикарные, Versace. Яркие, нарядные, очень. Это вот такая матрешка с изумительно красивым рисунком, фруктовым. Можно тут и салатики ложить, и всякую всячину. Это вот замечательная хлебница такая. Шикардос. Она, девочки, керамическая. Это не пластик. Это керамическая хлебница с хрустальным набалдашничком. Очень нарядно на столе будет, богато смотреться. И я Кисе благодарна тем, что вот она посоветовала мне взять вот этот набор из 12 предметов. Там лопаточки, половник большой, половник маленький, ложечки, всякие вот метелочки. Очень хорошо, как раз вот то, что необходимо хозяйке на кухне. Ну, набор ОМС, само собой, это роскошная вещь. Еще раз повторяю, дочка любит готовить, печь, выпекать, мантоварка ей. Вот эта чудушница неописуемой красоты. Тут можно и блинчики, вареники. Как раз вот то, что моя Машенька будет делать. Это вот замечательные 2 чайничка, вот таких кругленьких, красивых. Один заварочный, а один, чтобы кипятить воду. В общем, девочки, я очень довольна. Я хочу сказать, что посуда пришла через транспортную компанию, деловые линии. Всего вот, все вот это вот. И еще, девочки, вы меня простите, там стоит в прихожей коробка. Добрый день, киса. Вчера получила вашу посылку, долгожданную посылку. Самым долгожданным в этой посылке была посуда. Кухонная посуда. Это 4 кастрюли. Здесь вот один, наверное, он идет как сотейник больше. И сковороду. Хочу оставить вам такой отзыв по поводу этой посуды. Посуда шикарная. Просто шикарная. Самое, что меня приятно удивило, ее хранение. Кастрюлька в кастрюльку занимает очень мало места, очень удобно в хранении. Это по поводу хранения. По поводу качества. Качество этой посуды меня просто изумило. Качество шикарное, просто шикарное качество. Сковороду я уже вчера пользовалась в приготовлении сковородой. Понравилось очень, ничего не пригорает. Моется с каплей ферри. Вытерла сухой салфеточкой, вся блестит, вся просто шикардос. Пыталась найти изъяна в этой посуде. Меня смутила крышка. Крышка смутила в плане того, что как мне сфокусировать, у нее неровный край. Неровный край у этой крышки. Самый-самый край неровный. Вот. Сейчас на камере это заметно. Но в процессе готовки я поняла, что в обычных крышках вот здесь есть дырочки для отвода пара. Здесь же отводится пар вот непосредственно вот из-за этих выпуклостей, неровностей крышки. Очень мне понравилась посуда. 4-я кастрюлька тоже есть. Она у меня вот уже занята, уже в использовании. Огромное вам спасибо. Вы огромной души человек. Спасибо за терпение. Мы с вами долго списывались, мы с вами долго обсуждали, перетирали, переговаривались. Я очень хорошо понимаю, что я такая не одна, нас таких много. И вы всем уделяете время, вы всем отвечаете с терпением, с чувством юмора, с чувством толка и расстановки. Огромное вам спасибо. Общалась с приятельницами со своими, мне все говорили, как ты так отправляешь такую сумму денег, а вдруг обман, а вдруг тебя просто заблокируют, и ты никого нигде не найдешь. У меня не было ни чуточки сомнения в том, что это будет так. Я не знаю почему, но доверилась, поверила, и я не ошиблась. Огромное вам спасибо за ваш труд, за ваше терпение, за ваше
понимаете, такую нотку в характере всем угодить. Всем практически. Это стоит дорогого. Этот мой был первый заказ. Следующий мой будет заказ тоже посуда, но уже для обычной плиты, не для индукции. Это у меня вот индукцию вы мне прислали. Цвет, сама, вот понимаете, как вот эта кастрюля в руку берется. Вот до такой степени это удобно, до такой степени приятно, даже мыть ее приятно. Очень хорошая посуда, очень. Я ее рекомендую теперь всем своим знакомым, всем, кого знаю и кого не знаю, что это супер. И цена для этой посуды. Но если исходить из того, что нам предлагает рынок и магазины, эта цена сносная. Поэтому еще раз большое спасибо вам, всей вашей семье, за ваши хлопоты, за ваши вот эти разъезды, за вашу суету. Огромное вам спасибо. Киса, продолжаю свой фотоотчет. Постельный комплект. Это полуторка. Комплект уже после стирки. Я вчера получила, постирала. Гладить я его не гладила. Вот он в таком виде, какой он после стирки. Качество, ну что могу я сказать по качеству? Скажу так, буду ли я еще заказывать у вас такую постель? Да, безусловно, буду. Качество супер, просто супер. Вот то, что вы показывали, расцветок вы мне сбрасывали, такой он и есть. Супер, полное, как сказать, полноценное одеяло. Пододеяльник уже сюда я одевать не буду. Полноценное одеяло. Теплое одеяло. После стирки, ну, конечно, это была первая стирка. Ничего, абсолютно ничего. Я его не гладила. Вот как оно высохло у меня. Вот я его просто сейчас сняла, свернула. И вот я вам показываю. Как оно высохло, так оно и есть. Ничего абсолютно с ним не случилось. Ни ниточки, ничего. Стирала при температуре 40 градусов на 30 минут. Просто добавила ополаскиватель, как вы рекомендовали. Мне очень понравилось. Просто супер. Постельное белье только от Кисы. Больше нигде и никак. Огромное вам спасибо. Опять-таки, повторюсь еще раз, приходишь, хочется, когда за постельным бельем приходишь купить, хочется потрогать, как оно, чего оно. Здесь просто ваше одно слово. Супер, 100% качество. Огромное вам спасибо. Я вам очень доверяю, очень рада, что вы у меня есть. Большое вам спасибо. Киса, продолжаю свой видеоотчет о полученной посылке. Нашумевшие светофоры. Давно на них смотрела, давно к ним присматривалась. И вот они на моей кухне. Очень довольна, очень качественные, просто супер просто. Это то же самое, что можно их назвать и матрешки. Одна в одну, занимают мало места. Легкие, удобные. Я уже пользовалась, уже применяла их на своей кухне. Мне понравилось очень. Все пластиковые тазики, вот это все поубирала. Компактно. Ну, просто. Я не знаю, советую всем и буду советовать. Это незаменимая вещь на кухне. Сложил одну в другую. Вот, пожалуйста, и все также и убрал. Мало места занимают. Но это просто для любой хозяйки на кухне это находка. Моются чудесно. Промыла, салфеточкой вытерла, одну в другую составила, убрала.
Красота. Если бережно относиться, мне кажется, это хватит на долгие-долгие года. И еще в чем преимущество, что мне в них понравилось. Все-таки это нержавеечка, они не скользят. Поверхность здесь у них как бы силиконизированная. Не скользят, не лопнет, не треснет. При бережном использовании прослужит много-много лет. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо. Ну, киса, и последний отчет по вашей посылке. Это полотенце. Конечно, получив эти полотенца, я была немножко шокирована. Шокирована в каком плане? Это не махровое полотенце, впитываемость никакая. Я потратила зря деньги. Вы мне сказали, я вам гарантирую, я вас уверяю, качество супер. Первым делом, что я сделала, я помыла руки и вытерла. Полотенца были только с упаковки. Киса, я просто... У меня нет теперь вообще сомнений ни в одном вашем слове. Это супер полотенце. Вы знаете, что я баню у вас заказывала 2 комплекта. Баня — это вот это полотенце. Вот это большое полотенце, баня. Я заказывала 2 комплекта. Заказывала приятельнице. Приятельница мне сказала, это не махра, брать не буду. Я просто ее попросила зайти в ванную комнату и помыть руки и вытереть руки этим полотенцем. Ну, результат был тот, что она забрала их и сказала, это супер, это просто супер. По впитываемости влаги я никогда больше не буду пользоваться полотенцами, вот, которые привычные махровые. Только вот эти полотенца. Тоже хочу сказать вам отдельное спасибо. Огромное спасибо. Просто качество супер. Тоже постиранное. Нигде никакой ни ниточки, ничего абсолютно нет. Отсвечивает такое вот впечатление, что оно полинявшее. Не знаю, как цвет поймать. Вот так вот, что ли. Вот как-то вот так вот. Вот оно ловится цвет. Но это просто супер. Огромное вам спасибо. Вы знаете, у меня сын военнослужащий. И когда я отправляла вам денежку, ну, был у нас разговор, говорю, вот так и так, в Чечню. Он говорит, мам, даже не сомневайся на долю секунды. Служат ребята разные национальности, разные. И он мне сказал, чеченцы, дагестанцы, это люди совести, дела и чести. Чеченцы в особенности, это, говорит, такие ребята, это такой народ. Он у меня уже сколько времени в армии, и он говорит, что честней, добрей, отзывчивей я, говорит, еще ребят не встречал. Друзья, мы собрались ехать за мебелью. Бабушкину комнату уже я заказала мебель. Значит, у нас не получается длинный один шкаф-купе. Мы решили взять 2 одинаковых. Там вверху на купе ну, вот такие вот штучки, когда вот эти вот вверху, которые на каждом шкафу, карнизы вот эти, они, если их совместить там наверху друг с другом, то создается такое впечатление, что это один целый шкаф. И он сказал мне, что так делают, что так можно. Ну, в общем, понимаете. Софишка, Софиш, а что ты без настроения? Ты меня поругала. А? Ты меня поругала. Почему я тебя поругала? А? Потому что ты хороший товар? Из-за этого я тебя поругала? А? Чего ты обиделась? Я уши, мама, бабушке мебель. А? Не поняла. И тортаю эти. Завтра же праздник. Я хочу самый красивый. Ну, осень, красивый тортик, да, осень. Ну все, поехали, да? Бабушка хотела, чтобы ты выбрала именно цвет шкафа и кровати. Она говорит, у тебя вкус хороший. Выберешь ее? Белый. Ой, совсем белая. Белый красивее. Ты скажи хоть, Людечка, всем привет, ты же не сказала. Привет. А?
Всем привет! А, знаешь что? Ты же не рассказала Стишок. стишок и сценки уже все вместе. Вот завтра уже, сегодня что была у нас? Куда ходили сегодня? Что делали сегодня? На репетицию. Да. Давай, ну-ка, громко. Не надо крутиться. Ты становишься ровно и рассказываешь. Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем подарки. Фартук розовый осинки, бусы красные рябинки, зонтик желтый тополям, фрукты осень дарит нам. Молодец, тихо. Это ты рассказала стихотворение. Будет еще песенка, но песенку мы петь не будем, потому что песенку поют все вместе. Еще Софишка участвует у нас в сценке, в которой она в роли осени. Там есть леший, да, в сценке? Кто еще? Там бывают мишки, лиса. Леший, да, Мишка. Ну, Софишка как осень будет там в сценке. Давай, как осень говорит вначале? Как я рада вам, ребята, за вашу дружбу, доброту. Ой, как я рада вам, ребята, за вашу дружбу, смекалку, доброту. Спасибо, выручили меня. Да. А потом в конце, что осень говорит в конце уже? Ну, ребятки, мне пора, ждут меня в лесу дела. Вот. Это же в конце осень, когда прощается, говорит, ну, ребятки, всем пока. Ждут меня в лесу дела, да, ты скажешь? Все, умница, давай, поехали. Умница. Что волешь, дикая моя? Эй. Так, друзья, доброго времени суток всем. Значит, мы едем за мебелью бабушки. Мы каждый день, мы как эти бременские музыканты, каждый день в дороге едем бабушке. Ну, мы, в принципе, знаем, что мы хотим, но от жизни. Но все ж таки я еду туда и на рекламу, и хочу прикинуть, что к чему. А вдруг я там на месте увижу без фото, и мне понравится что-то другое. Ну, бабушке примерно я показала, не примерно показала фото, она сказала, что ей нравится. А вообще она говорит, бери на свой вкус. Типа, она мне доверяет. Да, на Софишкин вкус она сказала. Она говорит, у нее тоже хороший вкус. Да, вкус это вкус. И кто будет оплачивать банкет? Стоп! Я оплачивать не буду. Так, кешнешь. Так что? А? Я не знаю, на какой. Долги что, да? Мед продается горный, пожалуйста. Прям тут же, на месте. Если вдруг кому надо, девочки. Так кто будет все-таки оплачивать? Она спрашивала, кто будет оплачивать это все? Я! Мебель. Я? А как ты будешь оплачивать? У тебя есть деньги? А ты мне дашь? У меня нету. Я меня на сумке столько денег, что ты даже богаче. Ты даже, я видела, у тебя в сумке столько денег, ты всех богаче. А как тебе такое? Ну, это же мне надела, мне нужно товар купить, Софиш. Давай ты заплатишь. У меня же нет денег. Ты только что сказала, что есть. Я думала, что ты мне свои дашь. Да не. Дружба дружбой. А финансы у каждого свои. Уже красивая такая атмосфера сейчас. Деревья, жалко, что это. Ну, на камере все равно не так видно. Вот если бы было солнце, было бы, да, лучше видно. Людички, а вы знаете, Только что... громко, машина гудит, они же не слышат. А вы видели, что на горах уже снег? Не видели они, мы же им не показали, как они увидят. Ну, они, наверное, так где-то увидят. Где-то увидят. Они ж будут куда-то ехать. Ты покажешь, да, им потом?
şu işte şey ginayet incelenen marka. Aslında sohalga yani dünyanın hayatı. Wisconsin, голосовая. Бабушка еще столик хотела такой, знаете, круглый. Да, я посмотрю, я круглый столик. Есть как у Марики, да? Я когда говорю, ты молчишь. Там есть такие столики, столики-то есть разные. Именно мне понравились скатерти вот эти вот силиконовые, разные сейчас шьют по краям оборочки. И на круглом столе, на светлом, это так красиво смотрится. Прям такой нарядный столик становится, красивый. Он, кстати, очень удобный круглый стол. Он не занимает много места. И вокруг него, чтобы сесть, тоже много стульев помещается. Да? То есть очень даже отличный вариант. Я бы, например, сейчас бы брала стул, я бы взяла, конечно, побольше, но круглый. А еще круглые есть такие, слаживаются и разлаживаются, то есть становится меньше. И прям стол, на нем прям как бы второй ярус есть, да, вот, например, на первом ярусе стоят там тарелки, первое, второе, а на втором там такой вот чайничек, сахарница, там варенье. Очень красиво смотрится и очень удобно. Вот. Столик, да, нужен бабушке столик. Там бывает ей там занести, она бывает зайдет вечером там или говорит, хочется там чай попить. Или там фрукты заносит себе в тарелке, чтобы стояли. Нужно, короче. Говори. Мама, помнишь, мы ехали к Марике? Какой Марике? Марика, Анжелина подруга. На озеро или к Име ехали? На озере. Помню. Видела, у них тоже был круглый столик. Да. Кстати, она нас приглашает уже сколько, чтобы мы приехали с ночевкой на озеро. Нам пока очень некогда. Мне в Ростов нужно ехать срочно. Нам, то есть, по очень важному делу. Тоже не можем время никак найти, но нужно найти его. Так что Софишка едет бабушке мебель покупать, да? И тот. И торт. Молодец, Софишка. Чтобы у бабушки было красиво. Хочу прям туда зайти. Вон тот дом. Мы зайдем сегодня, Ля, если получится. Ночью?